Поэтапное внедрение современных систем образования, улучшение академической успеваемости учащихся и работа над развитием осетинского языка – приоритетные задачи, которые стояли перед Министерством образования в прошлом году. Отчет о проделанной работе представил Аслан Лулаев. Были проведены как городские, так и республиканские олимпиады практически по всем предметам. Они стали основным показателем уровня образования учащихся. Отборочный тур Всероссийской профильной инженерной олимпиады «Звезда». Проведены министерские контрольные работы для обучающихся 10 и 11 классов, являющихся кандидатами на золотую и серебряную медали. С целью выявления психолого-педагогической готовности детей к школьному обучению был проведен мониторинг готовности к школьному обучению воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений. В течение отчетного периода проходила работа по программам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и сохранения, изучения и развития осетинского языка. Отделом проводилось множество мероприятий, различные конкурсы, связанные с осетинским языком. Помимо этого разработана концепция развития осетинского национального образования и воспитания в республике. Разработан и утвержден базисный план для дошкольных образовательных учреждений к программе «Малусак». Ну и, соответственно, ежегодно к учебнику АБК для первых классов мы тиражируем рабочие тетради. Издание учебника по истории Осетии вопрос пока открытый. Безусловно, его выход в свет является важным звеном в сохранении и передаче культурного наследия. По информации Лулаева, работы по подготовке учебника к изданию возобновились. Над материалом работали известные историки, профессоры, научные работники Южной и Северной Осетии. В книге будут охвачены все важные этапы этносоциального развития Осетии от древних времен и до новейшей истории. Мы с вами долго говорили, получен макет учебника по истории Южной Осетии. На данный момент времени он изучается нашими педагогами по истории Осетии, вносятся необходимые корректировки технического плана. Хочу подчеркнуть, что финальную редакцию произвел всем известный Руслан Сулейманович Бзаров. Учебник готовится к верстке, и я очень надеюсь, что к сентябрю будущего года данный учебник поступит в общеобразовательные организации республики. Важной составляющей образовательного процесса являются тематические конкурсы. Учащиеся школ республики принимают участие в различных конкурсах. У 11 победителей интеллектуальных соревнований была возможность отдохнуть в детском центре «Смена» в Анапе. В декабре 2023 года 11 школьников из Южной Осетии при поддержке Министерства образования стали участниками дополнительной общеобразовательной программы «Всероссийский фестиваль русского языка и русской культуры» на площадке Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе. По итогам программы присуждена ежегодная премия «Слово», победителем в которой стала наша учащаяся Букулова Виктория. В течение года для педагогов школ республики проводились курсы повышения квалификации, семинары, встречи с коллегами из Российской Федерации. По словам Лулаева, поэтапно улучшается и материально-техническая база. Образовательные учреждения республики оснащены всем необходимым, в достаточном количестве обеспечены учебниками. Коллегия оценила работу министерства как удовлетворительную. Далее участники обсудили план приоритетных направлений на следующий учебный год. Стелла Бязарова, Азамат Кудзе, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.